Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! О, смотрю, плечи у тебя узкие, дядька. Слушай, знаешь, раньше... Иди-ка ты поохоться на медведя. Андрюх, раньше у меня были широкие, но я не мог ходить на медведя. А теперь у меня плечики узкие, и я теперь спокойно на медведя могу ходить. Может, за веткой спрятаться? Или в чем прикол? Как встал вообще за веткой, и вообще не видно. Ну да. Слушай, Андрюха, с моими плечами вот за веткой можно даже не так становиться, так просто встал, и все равно ничего не видно. Главное, чтобы тебе ничего не было видно, да, ему по барабану. Да. Знаешь, да. как этот старый анекдот, увидишь Слышишь, медведя, слезает, все, и кидай ему в глаза говном. Он говорит, говном где взять? Медведя увидишь. Само найдется, да? Это слышишь? Да, говорит, плечики узкие. Ну, правда, футболка 60-го размера, да? А там по животу. 60 размер это по животу, Андрюха. Ай, да ладно, блин. Это по животу. Подожди, или мне кажется, я раньше у тебя перстня не замечал на руке, на пальце. Ну, давно уже, ты что? Это мне еще Давно? подписчик лет 5 назад, наверное, подгонял. Но тут это... Не видно, не фокусируется, Андрюш. Только сейчас заметил, честное слово. Ну, герб Советского Союза, а по бокам знак качества. Сильный. Серебро? Мельхиор? Да, нет, серебро. Ну, это давно, это мне еще этот... Из леса был у меня такой подписчик, он ювелир. Он мне присылал такой, Яку, еще кому-то, не помню. А, партизану Сереге он делал с этим, с ФБР. Ну, Федерация блогеров России, там, с их этим логотипом. Ну, прикололся, да. Я понял. Ну, Голос у дядьки знакомый, но без кепки не пойму. Питбуль, блин, ну ты, конечно, остроумен. а кто это написал? Питбуль, Антоха. Антон, привет. Вообще, ты на стриме, да? Да. А ты стример? Нет, я ведущий канала. Я что-то... Просто я не люблю на этих стримах, Андрюх, знаешь, там люди смотрят, обсуждают, все время не поговорить. Ну, вот, поэтому я обычно, если люди стримеры на стримах, я их переключаю. Да, я видел. Когда представляешь, что ты из Крыма, я видел, да, прикольно. Я их переключаю. Че, ты на стриме давно сегодня? Ой, да нет. Бля, вот сколько я запустился-то, я вообще, подожди. Полчаса. Че, есть народ-то вообще? Я просто тоже... Ой, что-то такие, то ли у меня настроение, тут такие укушенные. Тут подписчик встретился. О, таежник, ёб твою мать. Поздоровался. Он говорит, слушай, вы дешевле, говорю, ты нормальный человек, говорю. Очень по-душевному поздоровался. Ага, прям интеллектуально. Я такой говорю. Прям А потом будут обижаться, понимаешь? Где-то в комментах напишет. Да. Я твой подписчик, а ты меня скипнул. Если ты мой подписчик, так ты что, можешь меня и косо в гриву? Ты загордился, да? Нос Да, поднял. ник привет, Наталья. Согласен, да. Вот это я не понимаю, ну, знаешь, там. Я тоже, слушай, Андрюха, я тоже решил стримером стать. Сегодня первый мой стрим. Пойду сегодня на стрим минут через... А пойдешь на какую площадку? А куда ходят вообще? Ну, новую никакую не пробовал, там Рутуб, ВК-плей, платформу, ничего не пробовал. Да мне бы начать вообще на какой. Я пока на Твиче. Да. Слышишь, недавно это, девчонки, ты стример? Я говорю, я токарь. Они говорят, а кто это? Я говорю, ему есть 18 лет? Да, я говорю, ну я токарь. Мы не знаем, кто это, перелистнулись. Представляешь, какое... Ивановичек. Кто такой стример знает, а кто такой токарь не знает. А если бы сказал тиктокер, тогда бы, наверное, поняли, да? Да, ты, наверное, ты хотел сказать, что ты тиктокер. Это вообще... Сказал понимаешь, токарь. Я так... Знаешь, так удивленно, токарь, а кто это? Тиктокарь. Это просто, я не знаю, что Ой, дальше я пойду будет. на ТикТок. Все, я знаю, на ТикТок. На ТикТок. У меня же здесь... Не получится. Знаешь почему? Там же звезда Азамат сидит в короне из фольги. Да, Тоже сказал, у меня там в уже... ТикТоке там миллионы подписчиков. Там пьедестал занят, я согласен с тобой. Да. А куда Я мне как идти тогда? А зная твое такое самолюбие, ты же вторым не можешь быть. Я очень самолюбивый, я очень гнусный самолюбивый, это точно. А вот скажи мне, ты же занимался ручным мячом, да, по-моему, гандболом?
да. А это вот объясни мне как спортсмен. Не то, что бывших не бывает спортсменов, в этом я уверен. Как в биатлоне можно прийти вторым, если у тебя ружье в руках? А я тебе объясню, кстати. Ты думаешь, что такая, знаешь, анекдотичная ситуация? Дело в том, что последний ты... Вот, например, ты бежишь, да? У тебя, ну, например, на спринте, у тебя 2 стрелковых участка, да? Там стойка и лёжка. То есть у тебя с собой только 10 патронов. То есть на каждой стрелковой площадке ты по 5 отстрелял. И то есть, когда ты уже в конце финиша, у тебя патронов больше нету. Подожди, но у тебя же есть ружье. Берешь за ствол. Ну, если только ружьем, да, хакнуть. А патронов нет. Патронов нет. Хотя, знаешь что, кстати, есть вариант не дострелять один. Да, ну это всегда русский человек всегда скнокает. Скажешь, я лучше лишний круг пробегу, но все равно я ему репутацию подпорчу. А вообще я тебе хочу сказать, что, знаешь, я когда учился в институте физкультуры на 3-м курсе, у нас, зимой, у нас же там была лыжная подготовка, лыжный спорт, и на 3-м курсе у нас была дисциплина биатлон. Да, и там очень сложно вот это вот стрелять. Там смотри, какая ситуация. То есть, я не знаю, это физиологический какой-то момент, что вот когда ты, например, пробегаешь 2,5 километра, да, до первого стрельбища, и вот ты прибегаешь, ну, ты же, естественно, устал, знаешь, там сердце колотится, все это. Но вот ты должен попасть в первые 30-40 секунд. То есть стрелять. Да, тебе тяжело, дыхание тяжелое, да, но потом, когда ты вот проходит 30-40 секунд, сердце начинает у тебя как бы перестраиваться, ну, из бегового режима в спокойный режим. И у тебя начинается колошматиться руки. То есть, понимаешь, какая интересная ситуация? Ну я понял. И то есть вроде ты как бы успокаиваешься, сердцебиение у тебя падает, но у тебя вот так вот начинают колошматиться руки. То есть физиологический переход, знаешь, вот. И поэтому ты, с одной стороны, плохо себя чувствуешь, бежишь, у тебя вот такое дыхание, знаешь, тяжело. Ну, конечно, ты должен попасть в этот промежуток, чтобы отстреляться. Потому что если ты передержишь вот этот момент, то у тебя просто начнется вот такой вот трясунчик. Это вообще очень вид спорта такой, очень-очень, ну, очень тяжелый. Ну, ты видел, у них ноги какие, блин. Да. Как у этих, извини меня, не буду говорить кого. У меня однокурсник был, кстати, из Украины, из шостки, мастер спорта. Вот, Жора Рыбаков, мастер спорта по биатлону. Вот, ну, машина просто была, он такой небольшой, коренастый такой. Почему, говорю, был, на 4-м курсе перед выпуском погиб. Ой, плохо как. Да, это вообще печально, представляешь себе, то есть отучиться 4 года, и уже оставался только диплом, уже ГОСы сдали. Ну, свободный выход, мы 3-4 курс жили, свободный выход, и мы поехали все, там выходной был, поехали в Чебуречную. Ну, отметить, знаешь, что ГОСы закончились. Ну, понятно, уже как бы все, уже воля вольная. Да, воля вольная, да, и поехали в Чебуречную, а он стоял дежурным по этажу. Ну, мы в общежитии жили, там был дежурный, назначался, как бы, он стоял, и он говорит: ребятки, я сейчас к вам приеду. Сейчас вот сдам дежурство. То есть мы сидим. Он прыгает в трамвай и едет к нам, там 3 остановки, ну, до Чебуречной. В первом вагоне первая дверь, представляешь, да? Трамвай уже вот притормаживает, то есть останавливает ход, открывается дверь, он так выпрыгивает, знаешь, по ходу движения. Ну, так, уже вот это вот что. А водитель едет параллельно трамваю на остановке, да, и видит, что дверь еще время как бы, ну, есть, все, он успеет. Водитель дает газу, и в это время Жора выпрыгивает. И прям на капот. Кошмар. Это, да, ну, самое кошмарное, что родители ехали на выпуск, представляешь? А приехали на похороны. А приехали, да, сына забрать. Да, ну, не дай бог кому-то пережить своих детей. Не дай бог пережить детей. Вот, а я с ним был вообще в очень хороших отношениях, учитывая, что я сам такой человек южный, я никогда не бегал на лыжах, да, а в институте приходилось, то есть, как бы я входил в такую группу юг, туда входили грузины, я, молдаване, азербайджанцы, узбеки, ну, ты понимаешь, да, те, которые слышали, а сдавать надо было всем. Группа юг представляла себе такой кипиш, что они едут, сзади едет преподаватель и палкой последнего тыхает. И тут только знаешь, чтобы бежать. То есть, а тут этих, давайте. Кто хочет быть последним, потому что препод едет и попу тыкает палкой. И вот, а Жора как раз взял надо мной шефство,
то есть как бы он там меня учил, то есть как бы чтобы я это... Вот, я у него отжал потом палки, потом старые лыжи у него отжал. Ну, то есть, и как бы Ну, в уже... то время, да, в то время как бы оно, дефицит было. Да, и уже к 3-му курсу я уже бегал там по 2-му разряду, то есть для меня это уже было так, ну, на сигарете. И поэтому мне очень, до сих пор я помню этот случай, мне очень печально, что так все в жизни У нас произошло. Сашка Теплинка такой был, ну как, наверное, еще есть, но давно не встречались, как бы поразъехались все. Бежим кросс, допустим, 5 километров. Ты прибегаешь, у тебя ни легких, ничего нет. У тебя запах крови во рту, вот это пересохлость, вот это. Ну, не постоянно, что ты бегаешь. Мы, строительный институт, какие там эти бегуны из нас. Там, только если он до сказки за вином и обратно. Там он прибегает такой, хоть бы раз сигарету. Говорю, Сань, ты серьезно? Тут дышать нечем. Ты как этот, кто лежит на траве, знаешь, отдыхает. Ну что, да нормально. А в группе у нас был Максим Макаров с БАМа. 1,74 м рост, 110 килограмм живой массы. Но одни мышцы. Не жира, вот одни мышцы. И тому всегда физрук говорил: Максим, ты эту дистанцию должен хотя бы пройти. Вот он и спеша, качок. Ну, ты знаешь, у меня такой, кстати, тоже был, кстати, тоже украинец Григора, Олег Григора, с Черкас. Вот ты про сигареты закурил, да? То есть вот у нас, я учился же в военном институте, да, у нас, то есть каждую субботу, да, у нас каждую субботу был такой кросс выходного дня. Ну, то есть кто пробегал, тот мог рассчитывать на увольнение. Кто пробегал, тот мог курить бамбук, то есть там мастичить паркет, там убирать... Ну, удовольствие не приятное. Да. И вот Олег, вот он всегда, вот он так курит, встал, побежал, первый прибежал. И опять курит. Да, опять и продолжает дальше. А еще сигарета не потухла, да? Еще и сигареты, да. А касаемо вот этих качков, я всегда представлял, знаешь, что штангисты, они же такие здоровые, они все такие, они там веса, там приседают, толкают. Пока не столкнулся, потому что у нас штангисты бежали 500 метров, а после 500 метров весь взвод их тащил, потому что у них отключались ноги, а в многоборье взводов зачет по последнему, то есть как бы ты как бы первый не прибежал, да, главное по последнему. По последнему. Все. И ты не представляешь, какому буллингу подвергались у нас во время обучения штангисты. Это вот не в обиду штангистам, не в обиду культуристам. Но вот в такой ситуации это были самые такие несчастные люди, которых все не... Потому что их все тащили, понимаешь? То есть человек, мастер спорта международного класса, чемпион Европы среди молодежи. У него сопли, у него отсюда слюни, у него... Но дыхалки нет. Он на это не снимает автомат, с него снимает подсумок, с него весь мешок, и двое вот эту вот тушу еще тащат, понимаешь? И вот потом задается вопросом: а будут ли тебя любить другие? Конечно же нет. Знаешь, у нас Максим на военной кафедре, когда была кафедра, я бегал с этим, скажи мне, с ПКТ, с пулеметом, а Максим, потому что Макаров, бегал с пистолетом Макарова. А у нас куратор группы был единственный на кафедре боевой офицер. Единственный со всей кафедры. Вот он именно боевой, он афган, туда-сюда цепанул. Полковник Медведев, золотой мужик. Вот мужик прям вот в хорошем смысле этого слова, знаешь, прям вот до корня волос. Че я буду вас учить? Говорит, кто попадет в армию, сами все научитесь. Сидите. Я вас не слышу, вы меня не видите. Занимайтесь у меня на занятиях чем угодно, только тихо. Хоть в карты играйте, хоть в дом, только тихо, чтобы проходил начальник кафедры, чтобы не было ничего. И я подхожу, говорю: товарищ полковник, разрешите обратиться? Он: обращайся. Говорю: ну вот я пулеметчик. Я один бегаю с пулеметом. У меня же должен быть помощник пулеметчика там подавать. Да, говорит, должен быть. Ну, знаешь, такая беда. Он давеча погиб в неравном бою. Ты остался один, короче. И я с этой бандурой, а он же неудобный. У него, когда цинк пустой, он же перевешивает. За эту ручку его и так. А ну что гряться это, еще в этих сапогах ты бежишь. А ты студент, ты ж, если бы ходил, да, там, год в этих сапогах, ты бы привык. А ты там раз в неделю. Занятие вот это, военная кафедра, 1 день в неделю. Ой, помню, я проклял все. А ты знаешь, что есть такой ПКС, пулемет Калашникова станковый?
Там есть пулеметчик и номер расчета. Так вот. Слава богу, что мне это не досталось. Да, сам пулемет весит 7 килограмм. А плита? И ему надо носить. А станина 21. Вот. И человек, который у него номер расчета, он тащит эту станину 21 килограмм. Представляешь? У нас был такой полковник Крючкин. Его ненавидели все. По пулевой его ненавидели все. Маленький такой, крепкий. Седой, площадка, вот как у Шварца, платформа. Картавый до невозможности. Вот если у него залет, он начинает на тобой стебаться. Мой юный друг бешеная корова. И вот если ты слышишь эту фразу от него, все. На тобой будет держать весь взвод, вся рота. Это все. Он начинает тебя ковырять. И ковыряет так изящно, что вроде не оскорбил, зараза, обидно. Я его ненавидел за то, что при первых стрельбах из 30 я выбил 29 из ПМа. И все, и потом я заманал. Как ты так стреляешь? На третьем занятии говорю, да я родился в Якутии. Говорю, что такого? Ну просто беру и стреляю. Белку в глаз. Да, я могу слону в задницу могу не попасть. Не то, что белки в глаз. И вот он меня заманал. Ну, у меня 28, 27, 29 стандарт. Ну, ниже 27 у меня не опускалось. Ну, как ты так? Да как, вот взял, вот встал и стреляю. И что? А у него там наградной пистолет, пристреленный на станке, все, что вот это в станине, все. Да как так, да как так? Ну, правда, у него зачет можно было выиграть в теннис настольный. Но не всем это было дано. Пару парней я знаю, которые выиграли у него в теннис зачеты. У меня на третьем курсе была стрельба, ну, то есть как бы по семестрам разделялась. И тоже вот пулевая стрельба, да, там пистолетная, то есть мы олимпийку стреляли и такую, ну, там как бы спортивная стрельба. А преподаватель был чемпион мира по стрельбе, полковник такой же в возрасте. А они же, я только там узнал уже в институте о том, что, оказывается, для того, чтобы не мандража, чтобы руки, они перед стрельбой постоянно фигачат коньячок. Ну, то есть как бы все это. И вот мы в тире отстреливаемся, да, и он ходит. И у него постоянно такой в подстаканнике коньяк налит, лимончик, и он так помешает, типа он пьет чаек. Чай. Ну, а все же это знают, аромат-то расходится, знаешь, все и такие. Товарищ полковник, а вы можете показать, как это вот вы нас учите, как вы можете? Бля, человек лупил вообще просто. Вот не, так, есть. вот так. Есть спецы тут. Ну, это во-первых, какой-то, наверное, талант, какой-то дар, ну и, естественно, тренировка. Тренировка. Да. Не, ну, знаешь, вот ты сейчас напомнил про преподавателей, и как-то вот со временем забываешь, а ты сейчас напомнишь, и я так, у меня есть воспоминания, знаешь, так все про преподавателя. У меня на тактике был преподаватель, десантник. Кстати, сейчас же 2 августа, день ВДВ. Ну да, вот скоро, час 10 да, осталось. скоро уже, да. И у меня он был списан. Но он был как бы, да, он был списан, потому что у него основной не раскрылся. И он запасной. Пока раскрылся запасной, он уже приземлился очень сильно и поломался. То есть, как бы, ну, не разбился сильно, но там поломался очень сильно. Ну, повредился. И как-то ему задали вопрос, он был лысый, ну, вот как мы с тобой. И такие брови у него были, вот такие вот брови. И что-то он так разговорился, такой, знаешь, ну, так как обычно, он полковник был. Такой, ну, не очень так разговоришься, а тут что-то какая-то беседа душевная пошла, и его курсант спрашивает, говорит, товарищ полковник, а как вот ощущение, вот, когда вот парашют не раскрылся, и вот об землю хрякнулись вот на запасном? Вот такой сидел, так брови у него говорят, и такой, чертовски неприятно. Типа, тут волосы повылетали от удара, да? Тут остались. Чертовски неприятно, говорит вообще. Не, ну, знаешь, я когда на севере ходил еще в этот аэроклуб, прыжки, вот это все, ну, наш модно было. И инструктор говорит, вот ваши действия, говорит, вы, говорит, спрыгнули там, с самолета. Отчитали, дернули, не раскрылся. Ваши действия, запасной. Не раскрылся. Ну, хлопаешь по клапану, бывает, что клапан открывается, были случаи. Не работает. Все, да фиг его знает. Ну все, креститься, молиться, что там, обсираться, что делать. Неправильно, говорит. Группируетесь. Подлетайте к земле и перекатами. А я, кстати, с этим преподавателем на 3-м курсе поехал на войсковую стажировку в Гродно.
мы поехали на войсковую стажировку в должности командира взвода. Вот, а там стоял десантно-штурмовой батальон. Он же, говорю, он хотя и кафедру тактики, ну, преподаватель был, но он же десантник, и он руководитель группы, руководитель стажировки. Мгм. И все там, ну, кто отдыхал, кто там бухал, да, там, ну, курсанты, знаешь. Мгм. Кто договорился с командирами рот, чтобы, ну, написали отзыв о стажировке положительный. И вот собрались все, и вот ему там все, и все такие довольны, все, стажировка. А он такой: я договорился для вас, мы завтра прыгаем с вертолета с 1000. Супер. Все такие: да нафиг надо. Он говорит: то, что вам вот написали, ваши ротные, вы что, я не знаю, я что, вас не видел, вы тут пиво пили, там, Да. бухали. Нет, Кайфовали. зачет по стажировке через прыжок. И все такие: херак, охерели. И нас утречком на Шишигу, на 66-й вывезли. И подняли, и на Д5, это был мой первый прыжок с парашютом. Ну, Д5 тогда был, он, по-моему, был единственный, блин. Ну да, и все. Потом уже Д6 появился. Принудиловка, и все, прыгнули. И после этого самое печальное, самое страшное, я вот запомнил всю жизнь, все говорят, а есть же, знаешь, такие, ну, есть адекватные, типа меня, а есть неадекватные, как в любом коллективе, да? И те такие: ну чё, пацаны, давайте по второму разу, сейчас мы прыгнем. И что-то как-то ты думаешь, вроде бы как бы, ну нахер. А вроде все же, да, ты же тоже мужик, ты такой: да, и все. Это... А потом уже поднялись второй раз, и я такой думаю: бля, хера. Я только хотел у тебя спросить, какой самый страшный прыжок? Второй, да. И Второй. там Ты уже папочек. понимаешь, что тебя ожидает более-менее. Да, первый раз. И ты уже первый раз ты как бы бух-бах, так, бух, хлопок, все, бух. И там прапорщик, ну, этот старшина роты, дистант штурмовой, все, и нас подняли, и все, он как бы раз, и я скажу честно, что я как бы пошел, и хоп, и замер, да, на выходе. Он: ну что, я говорю: я не могу. Он такой: раз этому, отказ, возвращайся, я руки отпускаю, он меня как в жопу, как, ну, Могу, не могу. и я туда второй раз вылетел, пиу, и полетел. Все, ну, короче, зачет по стажировке получили, все получили причем. Ты знаешь, есть такой анекдот, когда тоже идет прыжки. Ну и солдат встал, уперся руками, блин. Его выпихивать. Он последний остался, один инструктор еще. Его сам два пихает. Тот говорит: я не могу, я хрип. Тот раз второму пилоту: иди помоги. Вдвоем пихают. Да, вспомнил. Нифига. Тот говорит: да я хрип, я не могу прыгать. Тот говорит: слушай, давай свет выключим. Может, не будет видеть, куда упираться, и мы его выпихнем. Свет выключили. Тук-тук-тук, выпихнули. И сюда все говорит: фу, говорит, слава богу, голос в темноты: да, хороший был мужик, наверное. Да, я вспомнил. Ты сначала не вспомнил, когда ты начал рассказывать про охрипшего. Я вспомнил. Вот. Нет, третий прыжок уже так, уже как-то уже. Я тебе хочу сказать, что вот, например, люди, которые со мной служили, я-то не такой отчаянный, да, а люди, которые со мной служили, то есть как бы уже вот военные пенсионеры, до сих пор прыгают. Представляешь, вот это как бы затягивает. Ну, это как наркотик в таком смысле. Вот они в хорошем собираются, смысле, да, они собираются и в Коломну, то есть каждый год они там договариваются в Коломну, в аэроклуб. Ты не видел, бабушка 90 лет на юбилей мечту осуществила. Первый раз по парашютом спрыгнула с инструктором. Сумасшедшая бабушка. Представляешь, 90 лет. Что тебе на земле не сидится? Скоро там будешь своим ходом, грубо говоря. Да, и вот, но я хочу сказать честно, вот сколько меня не приглашали, говорит: Борис, поехали, я говорю: ребята, Вот. все отлично, все, спасибо. Вот, Андрюха, привет, Борис, красавчик, респект. Тебе тут это. Я не все вижу, потому что на телефоне я, чат я с читаю. удовольствием послушаю, как вы прыгнули, как вы побухали, но все это будет удаленно. А люди прыгают, и полковники, и подполковники, все вот, я вот говорю, у них в крови-то, знаешь, вот кто прошел, причем это не касаемо, знаешь, сколько ты прослушал, какое ты отношение имеешь. То есть ты можешь быть специализированным десантником, ты можешь быть специалистом, который какую-то часть времени отслужил. Все равно это как бы вот эта вот общность, воздушно-десантные войска. Вот, ну, это как семья уже, знаешь. как семья, бы, да. это... Причем же, понимаешь, в чем дело? В воздушно-десантные войска попадают люди не из Рязанского воздушно-десантного училища. Нет. То есть туда попадают, ну, ты же не забывай, что туда попадают продовольственники, вещевики, финансисты. Да. Вот такие люди, как я, например, там, да, там физкультурники, мускулы.
То есть бульбашка. связисты, очень много. Да. И потом вот они становятся, то есть как бы настоящими десантниками. Я в У Чехию меня- приехал, извини, Андрюха, перебью тебя, Да-да-да, я в Чехию конечно. приехал, да, служить. Я был начальником физподготовки полка, меня встречает начальник физподготовки дивизии. Я пришел ему представиться, и выходит такой чудак, представляешь, мотострелковая дивизия. Выходит майор, здоровенный такой, прям мужик мужиком, рубашка, под рубашкой тельняшки. На мотострелковых петличках погоны и брюки галифе с синим кантом. Красава. Я сразу понимаю, сука, я попал служить к десантнику, и ему по барабану, что он сейчас служит в мотострелковой дивизии, Да. но он же приехал из десантно-штурмовой бригады дальневосточной, и он навсегда остался. И его ловит, представь себе, его ловит замкомандира дивизии, говорит: товарищ майор, идите переоденьтесь. Ну, там на построении. Он ушел, переоделся, ну все, красный петлиц, у него 2 комплекта формы было. Все, он переоделся на построении, все, так вот. Выезжаем куда-нибудь, да, там. Вот, он, подожди, я переоденусь, все, добро-то домой, опять тельник, опять Да. эту рубаху. Да, ну тельник это же святое для них. Ну ты что, блин. Да. Это Вот у меня такие люди. брат трэвельный Сашка, москвич. Он стоял на коленях перед покупателем. Он худой был, но такой, но не сильно высокий, но худющий, но он жилистый был, он тогда уже увлекался боксом. Он такой, мухач, маленький, худенький такой, ну такой, знаешь, резвенький. Ему покупали, говорит, ты же понимаешь, говорит, что я тебя сгноблю потом на хозблоке, если ты вот у меня не будешь норматив. У меня мечта с детства. И тогда еще 2 года служили. Через 2 года 86-й год, да, мы полетели, 89-й год. Мы полетели в Болгарию, заехали в Москву, а он пришел с армии. Такой дядя вышел, с такими плечами, слышишь. Саня, ты ли это? Он говорит, да, что? И все-таки вот физуха далась, все-таки, ну, согласись, режим, физподготовка, все это регулярненько, и, да, раскачался парень. Сейчас Всё, тебе интересную бульбашка историю расскажу. Я, когда закончил с большим спортом, да, там, перед заменой, меня отправили в Чебанку под Одессой, там, развернутый полк мотострелковый, на полгода, чтобы замена за границу произошла. Ну, у меня там спортзал, сауна, там все дела, и там лаборанты. И один из лаборантов у меня мастер спорта по акробатике. Да, но этот мастер спорта по акробатике выступал в 4-ке и был верхним. Ты представляешь его вес? Да, да. 48 килограмм. Чудак. Да. Он такой жилистый, он красавчик. Он там бараш. и на руках стоит, и там прыгает, фляки, но он 48 килограмм. Что так получилось? Я уезжаю на соревнования, то есть как бы они остаются в спортзале, они там жили, открепленные в спортзале. Я уезжаю на соревнования, помню, как в Симферополь уехали на волейбол. Приезжаю, нету Гриши. А где Гриша? А Гриша набухался, пока меня не было, и пошел в свой батальон, а он уже дембель, и это как его... Ну, показать, что он дембель. И попался зам командиру батальона. Тот его сразу у меня со спортзала забрал. Батальон горный уходит в Крым на горную подготовку. Гришу сразу туда забирают. И почему я вспомнил? Потому что пулемет станковый Калашников. Его 48 килограмм. Номер расчета. И парню в горах 21 килограмм. Он 48 весит сам. И 21 доплетает. И 21 ему станок дают, и все. Я приезжаю туда на проверку, он подходит ко мне, он плачет. Он говорит, товарищ лейтенант, заберите меня, я здесь умру. Я к командиру батальона подхожу, говорю, ну что, давай Гришу отдам. Он говорит, ну ладно, забирай, ладно его, хер. Ну, со мной никто как бы не ругался. Он говорит, давай. Он говорит, я и так смотрю, что, говорит, ему вот эти недели в горах уже пошла на пользу. Он понял, что он был не прав. Тот Гриша шел за мной, готов был руки целовать. Просто горный воздух плюс кислородное голодание где-то местами, правильно же? Да, там жесть. Да, конечно. мне так просто, да. И там, знаешь еще, что я впервые столкнулся в жизни, что в горах, когда, да, на отстреле, да, на полигоне, из-за того, что воздух разряжен, у тебя зрение видит по-другому. То есть приходят люди, которые хорошо стреляют, но воздух разряженный, да, мишень поднимается на горном стрельбище, люди попасть не могут. То есть вот на равнине стреляют, попадают, Да. а в связи с тем, что она поднимается выше, плюс разряженность, никто не может
Поэтому Ну, совершенно другие принципы стрельбы. Ну да, ориентироваться надо, конечно. Да, согласен Да. с тобой. Да, я что-то мне так заговорил, про армию вспомнил, конечно, веселых. Слушай, ничего себе ролик выставлю. Что-то посидели, поржали, нормально так. Да, Ну, выставляй. Чё ж. Как вы это, как в фильме «Офицеры», валяй, да? Разрешите, товарищ генерал, разрешите зайти, валяй. Давай, удачи тебе. Ну что, хороший вечер, хорошо поностальгировали. Давай, покайфовали. спасибо, рад был видеть. Да, Давай, спасибо удачи. тебе за интересную беседу. Мира, добра, счастья, Давай, здоровья. пока. Всех благ.